Прокуратура Чувашии пристально следит за организацией и безопасностью перевозок детей школьными автобусами. На постоянном контроле прокуратуры находится деятельность по организации перевозок школьников автомобильным транспортом. Выявлено около 300 нарушений в указанной сфере. В некоторых районах и городах вскрыты недостатки в эксплуатационном состоянии улиц и дорог, повреждение технических средств организации и регулирования дорожного движения, их отсутствие вблизи образовательных учреждений. К примеру, прокурорами Вурнарского, Маргаушского районов и Калининского района города Чебоксары выявлены многочисленные выбоины и дефекты дорожного покрытия, ограниченная видимость дорожных знаков на участках улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным организациям. В этой связи в адрес глав администрации муниципальных образований внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Не всегда руководителями образовательных организаций обеспечивалось соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения. Так, прокурором Маргаушского района внесено представление директору МБОУ Сетрокосинская СОЖ в связи с неисправностью ремней безопасности в школьном автобусе. Также установлен факт организации перевозок учащихся школьным автобусом МБОУ Тараевская СОЖ, не прошедшим технический осмотр. В адрес директора школы внесено представление. Нарушения устранены. Аналогичные факты вскрыты прокуратурой Ленинского района города Чебоксары в МБУ спортивно-адаптивная школа Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. Имели место отдельные нарушения, связанные с проведением предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Так, прокурором Цивильского района в 4 общеобразовательных организациях выявлены нарушения требований федерального законодательства, выразившиеся в отсутствии в путевых листах сведений о прохождении предрейсовых, послерейсовых, послесменных медицинских осмотров, о виде сообщения и перевозки, а также о несоблюдении режима труда и отдыха водителей. В этой связи в адрес руководителей образовательных организаций внесены представления, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 19-20 КоАП РФ. В отдельных районах установлены случаи ненадлежащего оформления документов, связанных с организованной перевозкой детей автомобильным транспортом. В частности, прокурором Порецкого района выявлены факты отсутствия списков перевозимых детей в 2020-2021 учебном году. По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района директору МАО Семеновская СОЖ, нарушения устранены. Особое внимание органов прокуратуры республики уделяется соблюдению прав учащихся на доступное образование. Так, прокурором Калининского района города Чебоксары проведена проверка по факту отмены с 1 сентября 2021 года школьного автобуса, доставляющего детей-инвалидов к месту учебы в БУ Чебоксарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики. Установлено, что при наличии в образовательной организации 2 школьных автобусов, включенных в паспорт дорожной безопасности, перевозка обучающихся осуществлялась с использованием только одного, в связи с чем не все участники образовательного процесса были обеспечены правом на бесплатный проезд до образовательной организации. По представлению надзирающего прокурора нарушения устранены. Обеспечен подвоз всех детей, нуждающихся в перевозке. 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По представлению прокуратуры Козловского района, внесенного в адрес главы администрации района, скорректирован маршрут движения школьного автобуса МБОУ Еметкинская СОЖ, который после вмешательства прокуратуры доезжает до всех населенных пунктов сельского поселения, в котором проживают обучающиеся школы. Только после вмешательства прокуратуры и многократного информирования органов власти и местного самоуправления организованы перевозки детей школьным автобусом из микрорайона Соляное города Чебоксары в образовательные учреждения города. Всего в ходе проверок прокурорами в целях устранения и пресечения подобных нарушений принесено 60 протестов на локальные и нормативные акты. Внесено 117 представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 119 должностных лиц. В суд направлено 27 исковых заявлений. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 27 лиц. Совместное распитие спиртного жителями Яльчикского района привело к ссоре и гибели одного из них. Прокуратурой Яльчикского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В судебном заседании установлено, что подсудимый в один из дней середины ноября 2021 года после распития алкогольных напитков
напитков у себя дома с соседом. В связи с уклонением последнего от возврата денежных средств, оставшихся после приобретения алкоголя, нанес ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался через некоторое время. Государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства вины подсудимого. Приговором Яльчикского районного суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил. Работы по восстановлению крыши аварийного жилого дома в Мариинско-Посадском районе продолжают находиться на контроле прокуратуры. В декабре 2021 года вследствие неблагоприятных погодных условий была повреждена кровля многоквартирного дома, расположенного по улице Николаева в городе Мариинский Посад. В связи с ненадлежащей работой органов местного самоуправления и управляющей организации, связанной с затягиванием ремонтных работ, непроведением мероприятий по уборке оставшейся части разрушенной крыши, прокуратурой района в адрес главы района, главы городского поселения и директора ООО «Гарант» внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения были устранены в полном объеме. На основании постановления прокуратуры директор управляющей организации привлечен к ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 25 тысяч рублей. 15 марта 2022 года прокурор района Ленар Карама совместно с представителями подрядной организации и органами местного самоуправления посетил крышу дома после проведения капитального ремонта. В ходе осмотра кровли все же выявлен ряд недостатков, требующих проведения дополнительных работ и исключающих приемку данного объекта. Прокурор района потребовал провести указанные работы в кратчайшие сроки. Прокурор Калининского района выехал на место ДТП с участием маршрутного автобуса и троллейбуса. 16 марта на проспекте Тракторостроителей в городе Чебоксары произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, троллейбуса и грузового автомобиля. По предварительной версии, автомобиль «Газон Некст» под управлением водителя 1987 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом номер 270 под управлением водителя 1990 года рождения, который выезжал с остановки общественного транспорта больничный комплекс на вторую полосу движения. После столкновения маршрутку откинуло на троллейбус номер 1. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Калининского района города Чебоксары Евгений Ортиков, который организовал оперативное взаимодействие всех служб и осмотр места происшествия. В настоящее время имеется информация о 2 пострадавших пассажирах маршрутного автобуса, которые доставлены в медицинское учреждение, один из которых несовершеннолетний, 2006 года рождения. Их жизни ничего не угрожает. По данному происшествию прокуратурой района организована проверка соблюдения законодательства в сфере организации безопасности движения пассажирского автотранспорта. Проверка, проводимая органами ГИБДД, также взята прокуратурой на контроль. Та самая рыбка Камчатского края вновь в Канаше. Дальневосточные деликатесы полюбились горожанам за уникальный вкус и натуральное копчение. Никакой заморозки, консервантов и красителей. В продаже есть горячее копчение, холодное копчение, вялено-копченое. Рыбка у нас разная, всех сортов, белая, красная. Приходите, мы вас угостим, поможем вам выбрать, подобрать вам по жирности, по вкусу. В огромном ассортименте каждый найдет себе рыбку по вкусу. Чевыча, семга, кальмар, корюшка, палтус, тунец. Также можно приобрести красную икру, печень трески и рыбий жир омега-3. Постоянно, как ребята приезжают, постоянно приезжаем и покупаем рыбку и корку. Очень вкусная, хранится очень хорошо. На бутербродике с маселком тоже хорошо. Но в салатах тоже шикарно. Деликатесы можно заморозить на длительный срок и использовать в дальнейшем для приготовления блюд или просто полакомиться. Обязательно заворачивать рыбку нужно в пергамент и убирать в морозилочку. По кусочкам разрезать, размораживать через холодильник. Сколько уже практика показывает, люди покупают рыбку, приходят и говорят, что и корочка, и рыбка сохраняют свои вкусовые качества. Приобрести ту самую рыбку Камчатского края можно с 19 по 21 марта по адресу Канаш, проспект Ленина, 45, слева от магазина «Авокадо».